Послание Садыр Джапарова кыргызскому народу. Уважаемые кыргызстанцы, наше государство – многонациональный народ. Раз мы живем в одной стране с казахами, узбеками, русскими, таджиками, уйгурами, дунганами, корейцами и другими национальностями, я обращаюсь ко всем вам. Вот как уже 28 лет наш Кыргызстан живет как независимое государство. Другие передовые государства, получившие независимость, уже летают в космос. Они не имеют, подобно нашим, природных богатств. Строят над океаном небоскребы. Государства, 30 лет назад находившиеся в развитии ниже нас, сегодня обеспечивают сами своих граждан от рождения до смерти. А мы дали разграбить свои богатства. Не можем элементарно накормить своих людей, залезаем в долги и превратились в страну, существующую за счет гуманитарной помощи. Молодежь, наше будущее, разбрелась по всему миру. Кто виновен? Конечно, в первую очередь руководители государства. Есть в какой-то мере общая вина народа, потому что видим, знаем и из-за своего равнодушия не останавливаем этот беспредел. Виноваты также молодые лидеры, которые иногда устраивают митинги, крикнут «стоп», но потом продаются за должности или деньги. Народ уже не верит таким псевдолидерам, пользующихся доверием, ведущих за собой и доводящих дело до конца. Таким образом, сегодня наша страна оказалась на краю пропасти. Через 6-7 лет придет время уплаты долга Китаю в 2 миллиарда, а то и больше. Другим странам более 3 миллиардов. Конечно, выплачивать не сможем. Казна пуста. Есть ежегодная недостаточность бюджета в 10 миллиардов сомов. Наши земли заберут даже не спрашивая нас. Потому что наши руководители подписали договор. Если не сможем оплатить, то отказываемся от суверенитета. Не будем обращаться в международный суд. Если будем судиться, суд будет в Гонконге на китайском языке. Отказаться от суверенитета означает, если наша страна опоздает хотя бы на 1 день по уплате процентов и основного кредита, передаем вам в бразды правления государства. Это неоспоримо. Мало того, они подписали договор о возможной передаче руководства ТЭЦ, северной южной альтернативной дороги, электростанции Датха-Кемин. Если китайская сторона заберет и начнет управлять всем этим, мы никак не сможем противостоять. Нам ничем не смогут помочь даже супердержавы, потому что есть подписание кыргызско-китайского международного договора. Я не против инвестиций с Китаем и теплых отношений двух стран. Но, думаю, надо было 7 раз отмерить, прежде чем брать кредит с такими большими процентами. Должны были анализироваться пути обратной выплаты и брать деньги только будучи уверенными. И даже тогда не под 2%, а под максимум 0,75%. Что случилось, то случилось. Рождается вопрос о том, как теперь быть. Надо изменить насквозь прогнившуюся систему управления, от которой больше вреда, чем пользы. За 2 месяца надо ввести новую систему управления. Для экономии каждого сома парламент надо сделать одномандатным с округов вместо партийной системы. И он не должен превышать 35 депутатов. Пусть будет предоставлен каждый район. Если честно, для 6 миллионов граждан даже 35 депутатов – это много. Депутат не чинит дороги, не строит мосты, школы. Пусть пишет законы и следит за их исполнением. Пусть не вмешивается в кадровые вопросы. Президент должен сам управлять государством и нести полную ответственность перед народом. Хватило бы одного вице-президента. Не нужно армии руководителей, от которых больше вреда, чем пользы. Раз в год собирали бы всеобщий народный курултай, где отчитывается президент и парламент, получает оценку своей работы. И если курултай не удовлетворен, там же отправлять в отставку, объявлять новые выборы. Вот только тогда установится истинно народная власть.
Не надо терять 6 лет на президента и парламент. Если они не умеют работать, время, оказалось, не ждет. Чтобы Кыргызстан успел развиться. Люди уже давно летают в космос, а мы все еще живем в эре лопаты и кирки. Это горькая правда. Только совершив такую реформу, начнем развиваться. Иначе только будем грязнуть. Надо вернуть профессиональные кадры 21 века. Наших сограждан, работающих за рубежом и вносящих вклад в экономику других стран, на государственные должности у нас в стране. Пора брать на работу по конкурсу истинных профессионалов своего дела. На улице 21 век, а у нас все правят друзья, товарищи, сватья и братья. Если не совершим такие изменения сегодня, с этой системой управления наша казна пуста. И так дойдем до выборов президента 2023 года. Далее, целостность нашего государства под вопросом. Не ошибусь, если я скажу, что мы проживаем время, когда каждый день по ценности равен веку. История это подтвердит. С 2025 года наши земли начнут кусками переходить к другим странам. Мы вынуждены будем сидеть, ухватившись за голову. Я не провидец, но вижу эту картину насквозь. Если сегодня не будем принимать меры для выхода из этого капкана, завтра будет поздно. После смены системы уничтожим коррупцию за 2 месяца. Не надо будет тратить нервы и время на борьбу с нею. Искореним с корнем, и эта борьба будет невыборочной. Не будут проблем с родственниками, земляками, знакомыми. Установим в стране справедливость и законность. Законы будут одинаково работать для президента и для народа. За 2 года в 5 раз умножим государственную казну и вернем на родину 1 миллион наших мигрантов, чтобы они не чистили туалеты, извините, не чистили дерьмо за рубежом. Каждый будет рядом со своими родителями, со своими детьми, будет обеспечен делом. Каждый кыргызстанец будет жить обеспеченно, и мы превратимся в сильное государство. На это у нас хватит и сил, и ума. У нашего государства есть возможности. Для этого лишь нужно налитие политической воли, справедливости у человека, который будет президентом. Находясь в политике уже 15 лет, я убедился, что только от президента зависит развитие государства. Он должен работать честно и бороться своими алчными желаниями. Как мы увеличим казну в 5 раз за 2 года? Пока не буду говорить эти пути, так как сегодня врагов у меня больше, чем на голове волос. Завтра будет еще больше, так как они все присосались, как паразиты, к разным прибыльным источникам, к нашим природным богатствам. Все прихватизировали. Если будем делать настоящие реформы, они лишатся источников прибыли для себя. Есть несколько проектов, которые позволили бы поднять экономическое положение страны без разрушения экологии. При поддержке народа эти проекты можно без проблем ввести в действие. Если сегодня сделаем вышесказанные изменения и введем в действие те проекты, то уже в 2025 году сможем оплатить все внешние долги, поднять зарплату бюджетным работникам, пенсии и пособия в 2, а то и 3 раза. Жизнь людей сразу начнет налаживаться. После этого моего обращения экономисты, финансисты скажут наверняка, что невозможно за 2 года поднять бюджет в 5 раз и вернуть всех мигрантов. Конечно, это возможно. Если всем народом будем защищать страну от внешних и внутренних врагов, то сможем совершить экономическое чудо. Повторяю еще раз, если весь народ не будет равнодушным, будет морально поддерживать во всех реформах и реализации новых проектов, то за 2 года наша страна встанет на путь развития, и через 7-8 лет не то что брать кредиты, а будем страной, дающей кредиты. Я уверен в этом, иначе не говорил бы. Какая нужна поддержка? Например, когда начинаешь работу с разными проектами на пользу государства, это может быть против интересов паразитов страны. Они начнут порождать разные помехи, начнут платить отдельным людям
деньги и выводить на улицу с лозунгами «Долой». Такая история была в 2011 году, когда я начинал делать реформы в судебной системе. Также будут совершать противодействия разного рода. Еще один пример. Если посадить обворовавшего народ чиновника, его родственники начинают митинговать и требовать освободить. Часто вы в подол клянетесь тем чиновникам, которые своровали принадлежащие народу миллиардные богатства. Сделают что-нибудь для вашего села, а потом, зарезав лошадь, пригласят на той. Они воруют наши средства к существованию и будут продолжать воровать. Вы должны это понять. Как результат, наше государство на грани исчезновения, если мы не уничтожим воровство. В высших эшелонах власти воров 150-200 человек, поддерживающих друг друга, кочующих с одной должности на другую. Они кружатся вокруг казны и высасывают ее. Они переплетены между собой. Сваты, названные отцы и матери. Их не интересует будущее Кыргызстана. У всех есть за рубежом счета и виллы. Как только зарождается какая-нибудь угроза, они готовы покинуть страну. Когда страх проходит, они опять приезжают на выгодную должность и далее присасываются к государственной кормежке. Этому свидетельство 2 госпереворота. Без общенародной моральной поддержки нам невозможно избавиться от коррумпированной системы управления. Ради Родины и своего народа я ложу свою голову на плаху. Если, придя к власти, я не смогу провести вышесказанные реформы за 2 года, даю обещание собрать народ на площади и положить свою голову на отсечение. Не сочтите за высокомерие, но сегодня народ нуждается в национальном лидере, и я готов им стать. Для сохранения страны каждый из вас нуждается в поддержке. Такова горькая правда сегодняшнего дня. Многие рвущиеся в президенты сегодня предали государство. За 15 лет в политике многих из них знаю изнутри. Поэтому они держат меня в тюрьме, не давая участвовать в президентских выборах. Много слышу речей, приравнивающих меня к богатырам, к великим личностям. Думаю, пока я не достоин даже буквы «Б» этого слова. В стране, где народ ищет прокорма на чужбине, в стране, которая на коленях перед державами, стыдно называться богатыром, доктором, профессором, академиком. Только когда достигнем целей, поставленных перед собой, освободим страну из кредитных капканов, вернем на родину мигрантов, когда самый бедный гражданин Кыргызстана будет обеспечен, только тогда слова «герой», «академик» и так далее будут звучать. А пока не стыдно. Должно быть стыдно. Очень стыдно. К сожалению, всем моим многочисленным действиям по улучшению государства мешали. Я оставался один. Не только политики, но и весь народ до сегодняшнего дня не в силах поддержать меня. Не буду говорить о многом. Только с Кумтора вывезли 1000 тонн золота. Это составляет 50 миллиардов долларов. Осталась бы эта сумма у населения, можно было бы Кыргызстану войти в ряд сильнейших государств мира. Мне не нужно богатство. Есть выражение «свою душу и собака прокормит». Семью обеспечить особого ума не надо. Подобно перетерпевшим руководителям, не собираюсь продаваться зарубежным олигархам, ставить им в услужение имущество народа, превращать в рабов целое государство. Богатство, власть, горе, счастье, достаток – я прошел через все это. Может, поэтому Всевышний послал мне все эти испытания, чтобы я все это осознал. Теперь мне нужно только светлое будущее нашей страны, его целостность, будущее нашей молодежи. Чтобы мои дети, внуки жили в достойной стране. Да, если бы я не был в политике, может, я тоже, как и вы, жил бы спокойной жизнью. Но, видя, как государство находится в кризисе и зная пути выхода из этой ситуации, я не могу молчать.
В нынешней системе правления за судьбу государства не отвечает конкретно ни один человек. Парламент ссылает Раджапарова. Они не дали ему возможность проводить его в последний путь, последнюю горсточку земли положить в могилу отца. Не соглашаясь на взятки Кумторы в $100 миллионов, не идя на торг с властью, будучи в тюрьме, он потерял мать и сына. Не дай Бог ни одному человеку такого страшного испытания. Но, будучи даже в таком трудном положении, он беспокоится за будущее нашей страны. Мы, народ, живем своими повседневными заботами. Будем ли жить так же беззаботно, без государства? Неужели государство нужно одному Садыру Джапарову? Часто выражаем реплику: если бы был жив Исхак Разаков, все было бы по-другому. Но мы с уверенностью можем сказать сегодня про Джапарова: он Исхак Разаков современности. Он может положить жизнь за нашу страну. Мы еще не встречали в нашей стране политика настолько честного и самоотверженного. Нам нужно общими усилиями его высвободить. Другого пути нет. Адвокаты всеми законными путями доказали невиновность Джапарова. Несмотря на это, власть и судьи, игнорируя закон, силой удерживают его в тюрьме, перешагивая закон именно относительно его. Иначе Садыр Джапаров уже 3 года назад был бы на свободе. Даже люди, обвиненные в предательстве Родины, севшие за решетку за коррупцию, сегодня уже разгуливают на свободе. Что сказать? Пусть народ сам рассудит. После опубликования этого послания родственники и другие близкие люди могут потребовать убрать его, могут осуждать нас. Такие случаи часто бывают. Мы будем настаивать на своем и требовать у власти справедливости в отношении Джапарова.
Глубоко верим, что позже убедитесь в правильности нашего требования. За этим обращением интересы не одного человека, а всего свободомыслящего народа Кыргызстана. То, что говорил Садыр Джапаров о наших границах 15 лет назад, сегодня обрело острую актуальность. Сегодня в Баткене ежедневно возникают конфликты из-за границы, погибают пограничники. Сбылись его слова о том, что если не позаботиться заранее о положении в Кумторе, начнут умирать люди. Недавно произошла экологическая катастрофа. 2 наших граждан оказались под завалами, и до сих пор их тела не найдены. Если не совершить поспешные изменения в стране, то через 6-7 лет нами будут управлять другие страны, говорит Садыр Джапаров. Какие ж еще нужны нам доказательства? Пока не поздно, просыпайся, народ. Давайте вместе сохраним наш Кыргызстан.